Здравствуйте. По образованию классическая певица, она поет и эстрадные, и народные песни. На русском, на татарском, на английском. Мечтает работать на стыке жанров в стиле кроссовер. Многие знают ее по шоу «Голос». Сегодня у нас в антракте Эльмира Калимуллина. Эльмира, привет. Привет, Полина. Эльмира Калимуллина, певица, родилась в Нижнекамске, окончила Казанскую консерваторию. В 2012 году после шоу «Голос», где заняла второе место, получила звание заслуженной артистки Татарстана. Принимала участие в мюзикле «Алтын Казан», опере «Ак-Буре», мюзикле «Поколение Маугли». Выступает в Казани и Москве, работает над дебютным альбомом. Эльмира, расскажи, какими проектами ты сейчас живешь, вообще чем наполнена твоя жизнь? Самое главное, что у меня будет сольный концерт. У нас сейчас идет подготовка к тому, что мы разговариваем и с симфоническим оркестром, новая музыка, подбираем музыкальный материал, чтобы это было интересно. Будет в Казани, мы хотим дать и в Нижнекамске, и в Набережных Челнах, в Альметьевске. Вот. Тем более в Нижнекамске, потому что это мой родной город, и мы оттуда начнем свой старт сольного концерта. Для меня это все впервые, я очень сильно волнуюсь, но уверена, что все будет хорошо. Пишем песни. Это не так просто, конечно, как хотелось бы, потому что сейчас огромное количество хороших певцов, но, к сожалению, не так много есть что попеть. Ты имеешь в виду мало композиторов, да? Композиторов тоже много, но песен, которые бы подошли именно для меня, чтобы раскрыли какие-то мои душевные переживания, и вообще просто были бы мне близки, их не так много. Знаешь, петь песни «Три прихлопа, два притопа», по-моему, это не для меня это точно. Какие песни ты бы хотела исполнять, вот которые уже есть, да, в твоем репертуаре? Во-первых, если мы говорим о татарстанской нашей истории, то ты, наверное, знаешь, мы очень тесно сотрудничаем с Эльмиром Низамовым. В этом отношении мне спокойно. Вот мы должны скоро дозаписать еще пару песен, и у нас будет некий такой презентационный альбом. Совместно, да, мы уже и фотосессию сделали, только вот все никак не можем дописать пару буквально треков, так скажем. Это мы хотим делать не для продажи, а как подарки. Знаешь, люди открытки дарят, а нам бы хотелось дарить вот наши песни совместные. Эти песни будут на татарском, наверное, да, языке? Песни не только на татарском, есть и на английском, есть и русские варианты. Потому что было так интересно, что когда я читала отклики в интернете, что именно благодаря Эльмиру, наверное, чуть-чуть мне, люди, которые не знают татарского языка, начали слушать татарскую музыку. И мне бы хотелось, конечно, чтобы были песни, которые, если мы говорим на русском языке, то отражающие мою, наверное, и женскую сущность, и, конечно же, чтобы мне подходили по голосу, чтобы можно было показать диапазон, чтобы, наверное, был немножко такой драматизм. Короче говоря, начала писать сама, честно. Недавно, да? Потому что я помню, тогда ты говорила, что еще пока не начала писать. Начала. Все, время пришло, называется. Ждала, и вот тут рядом человек, который меня вдохновляет, он говорит, неужели ты сама не можешь сказать зрителям, что ты вообще ощущаешь, и какие у тебя есть мысли? Смотря какое настроение. Допустим, я сильно соскучилась по родным и близким. Вместо того, чтобы сидеть и думать какие-то свои думы, можно сесть за инструмент и написать какую-то мелодию. Или, допустим, придет вдохновение, или я впечатлюсь каким-нибудь там фильмом, или там какой-нибудь историей чьей-то, и могу написать пару строк. И из этого начнет что-то вырисовываться. Это очень увлекательный, интересный процесс, и я жалею, что не начала раньше. Как говорят, всему свое время. Уже записала, да, уже есть записи? То есть... Ты знаешь, есть такая программка GarageBand в телефоне, да? Когда можно самой сидеть в наушниках, никого не трогая, никого не беспокоя, писать музыку, подбирать инструменты.
вот, изливать, так скажем, свои мысли в музыку. То есть ты сама записала, и уже есть несколько, да, композиций? Одна есть, вот прям уже почти готовая. Очень здорово. Когда мы сможем услышать зрителей? Знаешь, я очень хочу на сольном концерте исполнить одну из песен. Глядя на твою карьеру, можно сказать, что ты не только певица, ты и актриса, потому что были такие опыты уже не один. Это и спектакль Константина Хабенского «Поколение Маугли», это и мюзиклы «Алтын Казан», и опера «Акбуре», тоже актерские там данные. Что тебе самое ближе, что интереснее? Вот петь просто, выступать на сцене или быть актрисой, участвовать в спектаклях? На вокальной, так скажем, сцене ты один, ты рассчитываешь только на свои силы, на свой аппарат, на свои чувства, эмоции и, естественно, на инструменты, которые тебя сопровождают, то здесь идет непосредственное взаимодействие с партнером на сцене. Ты живешь уже совершенно другой жизнью. Хотя говорят, что когда ты выходишь на сцену и поешь песни, это тоже маленький театр. Да, безусловно, но это моноспектакль. Тебя вообще строго воспитывали? И считаешь ли ты, что вот как в песне нужно, да, драма-кружок, кружок по фото, чтобы детство не оставалось практически, да, совсем? Воспитывалась я в строгости, но в большой любви. Поэтому и дисциплина у меня была, и мы могли и пошалить, было все. Поэтому мы с братом могли где-нибудь подурачиться, но никогда не дрались, ну так, наверное, может и дрались для мамы, но нам казалось, что мы играем. Поэтому у меня было очень счастливое детство. Я помню, что я очень пожалела, что меня забрали с танцевального кружка, потому что мне хотелось тоже танцевать. Помню эти белые чешки. Мне мама шила такую юбочку из вафельного полотенца. Вот. Ну, меня забрали, потому что нужно было заниматься чем-то одним. Ну, не случайно ты сказала, что дрались иногда. Не все знают, что ты училась в юридическом лицее и владеешь боевыми искусствами, огневой подготовкой. Благодаря, наверное, брату у меня есть какие-то немножко были, точнее, в школе навыки самообороны, потому что он постоянно меня донимал. Он приходил с карате и начинал на мне пробовать какие-то приемчики, чтобы, и я, конечно же, начинала от него отбиваться, и это мне очень помогло в юридическом лицее, правда, потому что я помню, примеряла и кимоно у брата, потом я его начала носить и как раз на самбо, которое у нас было в школе. Мне очень нравилось стрелять, и мне нравится стрелять. И я для себя, допустим, поняла, что это есть один из интересных выходов негативной энергии, потому что кто-то там, не знаю, знаешь, берет тарелки и шандарахает их по полу, начинает там кричать, а можно прийти в тир и пострелять, представить вместо мишени, какую-нибудь там, не знаю, картинку и уничтожить ее, чтобы все плохое ушло. Может быть, силу характера вот это когда помогло выработать что-то такое, твердость какую-то, да? Я не могу сказать, что это пошло именно от обучения в юридическом лицее. Это еще было, наверное, с самого детства, когда я была маленькой. Мы ездили по различным конкурсам вокальным. И тогда я уже начала обрастать, так скажем, вот этим панцирем психологическим, моральным, чтобы уметь себя держать в руках. Бывают разные ситуации, когда ты думаешь, что это твой близкий человек, а тебе делают очень сильно больно, но ничего, собираешь все силы в кулак, идешь дальше. Женщина должна быть сильной, как ты думаешь? Конечно. Но сила ее заключается не в том, что она только сильная, но и сила ее в том, что она должна быть слабой. Изначально ты хотела поступать на специальность фортепиано. Да, я хотела быть пианисткой, грезила о том, что я буду выступать с оркестром. Но как-то пришла я в училище, мне сказали, что особо слуха нету, можно собирать вещички и не поступать в училище, это точно. Но все равно жизнь распорядилась таким образом, что как бы я ни уходила от музыки, она все равно меня привела именно в тот мой жизненный вектор, в котором я сейчас нахожусь, чему безмерно рада.
Ты веришь в судьбу? Потому что я видела тебя ВКонтакте, например, да, среди цитат, это случайности не бывает, да, и нужно следовать своей судьбе до конца. Но это я немножко перефразирую. Да, есть такие моменты, которые, наверное, неизбежны в нашей жизни, и какие-то встречи действительно не случайны, но самое главное тот выбор, который делает сам человек. Не получалось поступить в училище, и это не единственная такая неудача в твоей жизни, да? Ты также не прошла, например, отбор на конкурс «Новая волна». О, да, Истанбул. Да? Вот вообще, как ты переживаешь неудачи в своей жизни? Как относишься к ним? Ой, на самом деле, философски бывает, конечно. Я не скажу, что я как, знаете, сижу и в какой-то мантре медитирую, что все хорошо. Нет, я такой же обычный человек, у меня есть эмоции. И, конечно, если что-то не получается, я огорчаюсь, но не убиваюсь ни в коем случае, потому что я знаю, что, наверное, то, что произошло, это лучшее из возможного. И для меня, допустим, конкурс «Новая волна» был тоже неким этапом, потому что конкурс – это всегда рост. Мне просто Игорь Яковлевич Крутой сам подошел и сказал, что «Эльмира, тебе это не нужно. У тебя уже был проект, и он был для тебя самым лучшим, поэтому даже не трать свое время». Рассказывала о том, что родители учили тебя никогда не бросать начатое дело, доводить его до конца. Удается ли тебе следовать этому совету? Хочется, вот честно. Я думаю, господи, какая же я лентяйка. Ну вот сидит вот этот вот какой-то, не знаю, паучок, червячок, который говорит: совесть твоя будет нечиста, доведи до конца, сделай. Как бы я не ленил, все равно я сделаю. Ну вот как-то, а потом знаешь, какое удовлетворение, так хорошо становится. Недавно у тебя был такой интересный пост в соцсетях, да? Твоя ли эта мысль? Умение воспринимать данности, умение реагировать – бесценное качество в любом пространстве миров. Любите свою жизнь, берегите близких. Опыты на своей жизни проводят дураки. Будьте настоящим, не бойтесь говорить правду. Ой, да, я впечатлилась просто многими событиями в мире. И я это очень сильно глубоко переживаю. И, знаешь, концентрация людей, которые уходят немножко в другие мысли, прибегают... Ну, вообще, могу сказать, что этот пост, наверное, посвящен еще и пагубным привычкам людей. И я почему-то так огорчилась некоторым историям, которые меня окружили от моих, наверное, близких людей, что я так переживала за них, и мне хотелось как-то излить свои мысли и действительно сказать миру: ну, постойте, посмотрите, жизнь у вас одна, и нужно ее проживать каждую минуту, каждую секунду, радуясь. Невозможное возможно, все в наших руках, главное не отчаиваться и, правда, ценить и беречь то, что у тебя есть. И, ну, мы, наверное, не зря сюда пришли, у нас у каждого есть своя миссия. Хочется, чтобы был мир во всем мире, как бы это банально ни звучало. Хочется, чтобы появлялись новые семьи, чтобы было много детишек, чтобы у нас мир развивался именно в сторону созидания, а не то, чтобы доказать сильно мира сего, что кто-то что-то может. Каждый из нас что-то может, но доказывать нужно в первую очередь самому себе, а потом уже об этом узнает целый мир. Насколько для тебя важно вот это корни и сохранение национальной идентичности? Это неразрывно связано со всем происходящим в моей жизни. Это одна, наверное, из самых основных, ну, это как фундамент. Не может дом построиться без хорошего, прочного фундамента. Если мы не знаем свою историю, если мы не почитаем свои корни, то и дом будет такой, знаешь, рыхлый. Один ветерок, и все может просто развалиться в тартарары. Я очень люблю свой язык. И с самого детства я слышала народные песни. Я их помню до сих пор. Что-то сейчас исполняю. Вот моя бабушка пела их. Сейчас я их пою. Но я не могу без этого жить. Много было шума вокруг твоих высказываний, также в соцсетях, по поводу татарской эстрады. Да, ты там эмоциональную такую запись сделала. Вот как ты сегодня, что ты можешь сказать об эстраде, да, татарской? Твое отношение, оно изменилось? Нет? Вот что тебе нравится, что не нравится?
У меня телевизора нету, но я приехала к родителям, и там такой канал веселый, поет девушка песню про маму, такая трагическая песня, но она поет в коротком платье, и у нее разрез декольте чуть ли не до пупка. Думаю, ну ладно, окей, наверное, это просто случайность. Случайности не случайны. Потом пошла какая-то группа, причем они пели под фонограмму, ну бог с ними, но это было такого ужасного качества, что там было столько фальши. Я думаю, ну не может быть, потому что я училась, и я дружу с людьми, которые, так скажем, вращаются в этой татарской культуре и поют эстрадные песни, но они не такие, но их нет на экране. Они с такими красивыми голосами, у них такая богатая мелизматика, но и они не поют песни про маму в глубоком декольте. Это просто есть неуважение, наверное, к своей культуре и к самому себе, потому что каждый из нас, из артистов, которые на сцене, они ответственны за то, что они несут в массы. Как ты считаешь, как нужно развивать, сохранять, во-первых, да, татарскую культуру современную, и как она должна развиваться? Вот как ты это видишь? Я думаю, что развивать культуру можно только тем образом, что ты, во-первых, знаешь историю своей культуры, и ты ее уважаешь. Не терять, наверное, самое главное, то, что есть в нашей татарской культуре, это, как бы это правильно сказать, чувство собственного достоинства. Не высокомерие, а чувство собственного достоинства, знаешь, что ты несешь за собой весь татарский род, всю татарскую культуру. Эльмира, чем ты любишь заниматься помимо музыки? Твое увлечение? Читать и танцевать. Какие качества больше всего ценишь в людях? Искренность, сила воли и решительность. Любимый писатель и книга? Мне нравится Пушкин, это сказка о царе Салтане, и мне нравится Бзюзкинд. Любимый композитор? Если говорить о татарском, то это Сайдашев, это Музафаров, Низамов. А если говорить о российских, то это Рахманинов, конечно. Кого ты считаешь героями? Своих родителей. Какой сверхспособностью ты бы хотела обладать? Наверное, петь вообще во всем регистре, который есть, существует в мире, и уметь владеть всеми инструментами. Какое твое жизненное кредо? Ничего не бояться, и мечты сбываются. Что для тебя счастье? Счастье это быть, любить, мечтать и творить. Эльмира, спасибо. Во-первых, я желаю тебе писать больше своих песен, и чтобы мы их услышали как можно скорее. Да, я тоже буду над этим работать. Спасибо вам большое за интересную беседу.